Вы получили премию Грэмми, но это очень престижная награда. Без нашего тувинского народа и Алаша такого не может быть. В Америке вас обокрали, да, унесли абсолютно все, инструменты, костюмы. Все украли, только остался барабан. И что интересно, мой костюм тувинский. Ну, самая важная публика для нас – это тувинская публика. В Китае там я вообще был в шоке, что китайские некоторые музыканты, они просто взяли и сделали копию. Скопировали, да? Скопировали реально. Вот. Ты же знаешь, как народ относится к депутатам. Вот честно, да, некоторые называют их бездельниками и кнопкодавами. Это те, кто давит на кнопки. Что вот ты раньше думал о таких вот своих коллегах? Буду работать во благо народа и во благо нашего Хуэмея. Здравствуйте, это передача «Личное общение». Меня зовут Альмира Синди. И я напомню, что здесь мы встречаемся с интересными людьми, которые вносят непосильный вклад в развитие нашей республики. Сегодня у нас очень интересный гость и кандидат в депутаты. Все вы его знаете. И тем более знаете творческий коллектив группы «Алаш». Итак, это Аян Шережик. Здравствуйте, уважаемые земляки. Привет, Альмира. Да, привет. Я хочу сказать вам, что с Аяном Шережик мы учились в одной школе, в пятой школе, и у нас одно детство. Мне очень, на самом деле, сейчас интересно с тобой пообщаться, потому что в какой-то момент у нас было утеряно общение, да, с тобой. Мы с тобой виделись, там, привет, пока-пока. Сейчас хочется с тобой поговорить о творчестве, и не только, и о политике. Ты участник, солист группы «Алаш». Скажи, в свое время, да, в каком году вы получили премию Грэмми? Ну, это очень престижная награда. Да. Когда это было? И расскажи про это. Во-первых, для меня было очень отрадно, что я занимаюсь именно культурой, именно искусством тувинского народа. Это Хуэмей. Благодаря Хуэмею мы, ансамбль «Алаш», выиграли премию Грэмми совместно с коллективом, с американским коллективом «Флектонус». Это друзья нашего покойного учителя Конгорол Борисовича Ондара. И после это было в 2007 году, мы записали альбом Jingle All the Way, а потом в 2008 году уже уже как бы взяли Грэмми с этим коллективом вместе совместно. Этот альбом, который мы записали вместе, это Jingle All the Way, это был подарком для народов разных во всем мире. То есть и мы, как потомки наших предков, ансамбля «Алаш», были очень рады участвовать в этом проекте. И для меня было очень отрадно, что этот проект был очень удачный и получил премию Грэмми. Вообще сам ансамбль «Алаш», мы начали играть с 99 года, когда поступили в училище искусств. Тогда было училище искусств. И нас было очень много ребят. И постепенно ребята, кто по своей жизни, и вот на данный момент мы остались втроем. Аянол, сам, Паддоржи, Ондар и я. На данный момент мы играем, до сих пор играем как состав «Алаш». В этом году нам в сентябре, или примерно в сентябре будет 25 лет уже. 25 уже? 25 уже. Ужас. Да, мы как летом, быстро время бежит. Да, вот как раз вот летом, в июле 6-7 мы сделали подарок своему народу «Алаш Open Air». Это было в Маралхозе. У нас очень такое уникальное место, которое есть, уникальная природа, и вообще сам Пихем очень такой красивый кожун, и выбрали, чтобы в Пихеме, в Маралхозе провести «Алаш Open Air». То есть народу понравилось, те люди, которые пришли, давали очень хорошие отзывы. На самом деле задача была, что сделать подарок своему народу, потому что без нашего тувинского народа и Алаша такого не может быть. Да. Скажи, Аян, вот вы с группой объездили полмира, а вообще есть какая-то разница, где вы ходите на сцену, в Туве или где-нибудь в Калифорнии, например?
Ну да, на самом деле, где-то там, в других местностях, ну, то есть Калифорния, да, может быть, там другой... Нет, я говорю условно, Калифорния, да? Это, ну, да. или там любой другой там какой-то штат или да, какая-то страна. Да, на самом деле разные страны принимают по-разному. Были моменты, которые, когда мы играли в фестивале, нам прям около сцены приходит человек и ложится на нас, смотрит и как молится. И для нас был такой шок, который, ну, мы играем, как человек молится, прям молится, и это воспринятие очень трудно. Но самая важная публика для нас – это тувинская публика, потому что тувинцы, мы все знаем свое пение, горловое пение хуюмей очень хорошо, и поэтому ни в коем случае не надо ошибаться. Да-да-да. Я знаю, что в Америке вас обокрали, да, в каком это году было. Я знаю, что унесли абсолютно все. Инструменты, костюмы. Вообще, как вы решили эту проблему? Выступили ли вы в итоге и нашли ли воров? И вообще, вы отыграли этот запланированный концерт? Да, мы прилетели только с России, куда мы прилетели? Ну, мы ехали буквально 23 часа на машине. И ехали мы в штат Нью-Мексико открывать азиатский фестиваль. Прямо на открытии мы должны у нас выступление. И мы приехали под утро, это в 4 утра, приехали, машину поставили. К сожалению, мы просто 24 часа на машине, и просто все устали, пошли в гостиницу. И у нас, там должны буквально 3 или 4 часа поспать просто, а потом выйти и дальше ехать. Там у нас 2 часа просто оставалось на машине. И Абалкурки называется этот город, и нам звонят администратор гостиницы, что такая машина ваша, мы такие, да. И выходим, и у нас все там, то есть окно разбили, и все забрали. А у них нет такой понятия, что как у нас сигнализация, да, вот эти вот все автозапуски, вот эти вот, такого у них нету в машинах. А машина была у нас арендованная, и всегда была арендованная машина. И, то есть, все украли, только остался барабан. И что интересно, мой костюм тувинский. И, то есть, мы так и открыли этот фестиваль с одним барабаном, то есть, и спели песню, тувинскую песню. Открыли все-таки этот фестиваль, и наши друзья, которые живут в этом регионе, то есть они нам отправляли свои тувинские инструменты, и у нас как бы уже все собралось, но что очень плохо, до сих пор эти инструменты не нашли. А полиция там завела какое-то дело? Да, завели там дело, там все это было, там, ну, до сих пор так и не нашли, потому что, я не знаю, они, наверное, открыли, посмотрели там незнакомые инструменты. Они думали, что это гитара, да, потому что у нас чехлы от инструментов тогда было от гитар, а сейчас мы персонально, то есть для наших тувинских инструментов чехлы. И сейчас после этого случая мы никогда не оставляем все в машине, то есть, ну, до этого, да, были моменты, которые мы оставляли, а тот момент для нас был очень такой сложный. Там были очень хорошие инструменты наши. И так получилось, что до сих пор этих инструментов нету. Это, ну, сейчас уже мы уже собрали комплект, уже очень хороший такой, саунд хороший, потому что каждый инструмент имеет свой звук, и они должны сочетаться ну, то есть я, Бадудоржу, Айнол, то есть вот эти вот инструменты и наше пение, они должны сочетаться с нашими инструментами совместно. Скажи, вот ты учился в 5-й школе, в 9-й школе, а потом ты поступил в Кызыльское училище искусств. Ты уже владел тогда горловым пением? Да, я владел, потому что мой учитель был Андрей Монгуш. Мы же знаем, что он работал в 5-й школе. Да, в 5-й школе, ну, я был чуть-чуть шустренький в 5-й школе. Да, я помню, какой ты был шустренький. Поэтому, когда Андрей Алнолович Монгуш собрал, открыл кружок горлового пения, я с удовольствием пошел туда. И все мои друзья, одноклассники тоже пошли. Ну, то есть, и я до сих пор пою. Вот мой первый учитель это Монгуш Андрей Алнолович. И с 5-й школы я начал это. Ну, до этого, да, увлекался. У меня был брат табунщик. Этот брат мне, когда он пел, когда мы на конях, да, вот в каникулах мы выезжали, и брат мой,
он всегда был очень певцом. И всегда мне говорил: научись хюмею, научись, потому что он сам этого не знал, он просто пел. И после этого брата я вот как раз и этот момент Андрей Алдынулович открыл горловое пение. И то есть после этого я уже в 5-й школе по чуть-чуть. А потом, когда я пришел после 9 класса в 9-ю школу, там был учителем, работала Полина Тонгоговна. И а также Көшкенде Игорь Михайлович. И так там был ансамбль Амырга, а в 5-й школе был ансамбль Салгал. И вот, то есть Андрей Алдынулович и Игорь Михайлович, они были друзья, однокурсники, и поэтому они всегда держали вместе контакт. И то есть я пошел уже там, уже в 9-й школе уже конкретно начал заниматься этим пением. И после этого решил поступить в училище искусств. На барабанщика, да, я читала, барабанщика, да? И ты был виртуозным таким барабанщиком. Ну, да, вот барабаны, они разного характера. Есть ксилофоны разные, есть установка барабана. Ну, то есть там барабанная кухня, она очень большая. И для меня моим фанатом был Алексей Сарыглар, это участник группы Хунхурту, потому что Алексей Сарыглар создал вообще тувинскую барабанную кухню, как говорится, да, ну, среди музыкантов. Он сделал барабаны из кожи, из дерева, и в том, что он настраивал барабан под нашу ноту. То есть ты, если ударишь, там как интересно, звучит я впервые нота. слышу. Ага. Да, Алексей это был идеальным таким моим идеалом, потому что он стучит на копытах, то есть вот это вот все вышло именно от команды Хунхурту, от ансамбля Хунхурту и от Алексея Сарыглар. А может быть, тебе нужно было продолжить вот это вот направление именно барабанщиком? Ты бы сейчас такой был бы Да известный. не, так-то, да, есть некоторые моменты есть, те, которые, например, вот барабаны, лошадиные копыта, и вот тут, то есть в основном кожа и кажик. Тувинские там вот эти вот все это уже сейчас очень регулярно. Да, я вот недавно был в Китае, там я вообще был в шоке, что китайские некоторые музыканты, они просто взяли и сделали копию. Скопировали, да? Скопировали реально, вот прям кажики это все. И это все благодаря тувинскому музыканту, народному хюмежи Республики Тыва Алексею Сарыглар. Скажи, а Кангарол Андар был твоим учителем? Да, Кангарол Борисович Андар был, когда мы поступили в училище искусств, нас было очень много. Мы такая сильная команда, прям поступили, нас было много ребят. И Бададоржу, и Аянол, они с 4 класса одноклассники. И их был учителем Кангарол Борисович Андар, и поэтому и так получилось, что группу Алаш создал Борисович Кангарол. Да. Кангарол Борисович создал группу Алаш, и он постоянно нас поддерживал тем, чем мог. Прям мы же студентами были, и поэтому и времена были такие трудноватые. И Борисович всегда нас поддерживал везде, в любых делах поддерживал нас. Аян, скажи, вот сегодня вообще никого не удивишь тем, что тот или иной артист идет в депутаты, да, баллотируется. Скажи честно, что вот ты раньше думал о таких вот своих коллегах? Ну, смотрите, тут вообще-то депутатский корпус, он должен быть создан из разных направлений. И в этот раз мне повезло, что я выдвигаюсь, баллотируюсь быть кандидатом в депутаты, так как последним депутатом из Хюмежи был Кангарол Борисович Андар. То есть это уже прошло время большое, и сейчас нам уже есть пословица «Төрттан қарлында төре баштар». Мне уже почти больше 40 лет, и поэтому... 42 тебе. Да, 40. Нет, не 42, а в сентябре будет 42. Тем не менее. Да, после... Когда был Борисович депутатом, он очень много делал именно для тувинской культуры. Я это очень помню. Он настаивал, некоторые моменты были, что он настаивал, чтобы горловое пение было вот так вот. Ну, то есть пенсионирование, да, вот это вот все. К сожалению, это все он не смог, то есть не успел, я имею в виду. Воплотить, да? Да, не успел, и поэтому
сейчас, может быть, когда я сказал своим коллегам, что я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты, мои коллеги все поддержали меня в первую очередь, очень сильно поддержали и говорили, вот как раз вчера говорил с уникальным Хюмежи, который это Кайгалол Ховалых, когда до этого и вчера момент такой появился, когда говорил, и он мне говорил, что не дай бог ты это самое уберешь свою кандидатуру и так далее, да, то есть он мне говорил, что ты там нужен в первую очередь. И я сказал, что я, да, буду работать во благо народа и во благо нашего Хюмея. Угу. Скажи, а ты вообще когда-нибудь интересовался политикой вот до этого момента? Ну, политика. Давай. 2000, я даже не помню, когда было единство, только вот начало возрождать, а единство там уже на наш земляк, тогда возглавлял Кючгетович, Сергей Кючгетович, и в это время Виктор Васильевич Нагорный отправил выступить, то есть на стадионе или, по-моему, на стадионе, по-моему. И тогда единство там собралось, а там я до этого не знал, что политика она такая. И потом мы, когда выступили, нас пригласили просто спеть, а мы пошли и спели. И после этого нам... Что вы в политику ввязались? Да, мы ввязались, оказывается, в политику, потому что мы не знали, что это так серьезно очень. И Виктор Васильевич, а мы-то что, мы когда студенты мы были, наш ансамбль всегда от училища искусств отправляли, то есть в разные места, чтобы спеть там где-то, потому что мы пели тогда уже очень хорошо с ребятами нашими. И после этого наших ребят некоторых отчислили из числа студентов, потому что... Репрессии, да? Да, начались? вот такие вот, да. А потом впервые я вообще в жизни столкнулся вот так вот, то есть не я, а мои друзья, мы все вместе столкнулись, и после этого для нас был такой шок, что нас-то отправил директор, и после этого такие нюансы уже пошли. И для нас это было очень... Ты подумал, что политика это такое интересное дело, да? Что это, а потом... Ну-ка, дай-ка я посмотрю изнутри, Ну, что это. Это было единство, а потом через лет, не знаю, через лет 5 такой момент, что мы должны прийти в училище там или спеть, то ли, я уже забыл. Когда мы пришли в училище искусств, тогда уже, наверное, колледжем уже было, тогда было все «Единая Россия». То есть из-за этого тоже у нас некоторых, да, вот были моменты, и впервые я в жизни столкнулся так. Угу. Скажи, а как ты вот считаешь, вот депутаты вообще могут как-то влиять на нашу жизнь? Я думаю, что да, потому что в первую очередь депутаты, они смотрят бюджет Республики Тыва, это в первую очередь, да, вот, я думаю, что депутаты, они влияют очень, должны влиять, по моему мнению, и я вот, поэтому я иду туда, чтобы посмотреть своими глазами, а не как некоторые слушают и говорят, что это правда. На самом деле слух это неправда, а глазами видишь это правда. Угу. А почему ты идешь на выборы от «Единой России»? А потому что Единая Россия для меня, она партия лидирующая, она была у меня до этого, то есть у меня все мои знакомые там в партии есть. И что отрадно, я был соратником очень много лет, и вот недавно стал уже членом партии. Для меня, как сказать, очень отрадный момент в жизни, потому что Единая Россия все-таки создал наш земляк Сергей Кючгетович. Это в первую очередь и вся Тыва, и весь наш народ тувинский, они благодаря ему Единая Россия стала очень могучим, потому что река Енисей, может, влияет. Да, я пошел, потому что это река Енисей, да, Единая Россия. Ну, как сказать, для меня Единая Россия – это реальная партия, которая делает реальные дела. Ага, все, ладно. Смотри, Аян, ты же знаешь, как народ относится к депутатам. Вот честно, да, некоторые называют их бездельниками и кнопкодавами. Это те, кто давит на кнопки только. Только как ты думаешь?
Ну, да, некоторые друзья говорили, что некоторые говорят, что это так, но на самом деле это не так. Вот у нас в народе есть такие нюансы, что я только что говорил, что слухи это как бы правда, а то, что ты видишь глазами, это реально, это правда. То есть я вот хочу посмотреть это в глаза и... Ну, то есть убедиться самому, да? Да, самому, и может быть, я даже через ваш канал могу это все рассказать народу. То есть Да, то, конечно, что я, потому что я молодой, как сказать, Перспективный. Да. Ну да, может быть, да. Потому что для меня, для своего народа делать что-то для своего народа, это для меня самое главное. Мгм. Ну вот смотри, какие вообще, как ты думаешь, какие проблемы в республике нужно решать в первую очередь? Мусор. Мусор. Ну, например, у меня округ, 13-й округ, это Таңдынский и Чедыхөлский район. Там у нас есть дорога, которая с Балгазына ездит до Элегеска Чедыхөлского района, там есть дорога. Если возможно, буду за эту дорогу в первую очередь. И в селе Байхак там вода была всегда проблематичной. И я думаю, что вот эти вот вопросы уже буду конкретно уже заниматься этими вопросами, потому что... Ну, то есть у тебя есть уже какое-то готовое решение, да? Да, потому что мои земляка, когда я проездил по своему округу, по своей земле... Ну, смотрите, вот тут еще есть такой нюанс, что я сам из родом Таңды, у меня предки и мама, и папа из родом Таңды. И поэтому для меня Таңды было всегда моей родиной, потому что я там с детства пас табун, помогал своим братьям, когда были каникулы, когда было лето, я всегда помогал своим братьям. Мы овес мыли, когда ну, маленькие, когда совхозы, колхозы были, вот, овес мыл, и так зарабатывал чуть-чуть на свое, на сентябрь денег зарабатывал. Скажи, у тебя есть какой-то девиз по жизни? Только вперед, и главное, никому не мешать, и только вперед. Вообще, а удается следовать этому девизу? Некоторые, да, и удается, но некоторые моменты все равно трудно найти золотую середину, но я думаю, что поэтому надо идти дальше. Да. Ты сейчас очень мудрые слова сказал, что нужно находить золотую середину во всем. Да, то есть не всем. бывает хорошего или плохого, Да. у каждого своя правда. И главное придерживаться золотой середины. Благодарю, Аян, что ты ответил на вопросы, честно, спасибо. я думаю, да, очень искренне. Я думаю, что нашим землякам понравится. Так Спасибо что лайки и репосты.